была, значит. Говорит. О, Все пошло, просто здесь куча народу включает эти. Здравствуйте, мы находимся в парке «Россия. Моя история» города Якутска. Сегодня у нас здесь ночь, точнее правильно будет акция всероссийская «Ночь музеев». И здесь в этом парке проходит очень много мероприятий. И сегодня я представляю вам Кытану. У нее самая большая, не знаю, площадка, наверное. Я не могу сказать, что это выставка, но что-то такое интересное. Кытана хотела бы узнать, что это такое. Сразу говорю, что она цифровое, телевизионная, музыкальная, лежа, стоячая, постоянно ходячая. Я вот хотел бы узнать, Кытана, немного расскажите, что это такое. Так, это выставка, да, на самой большой площадке, получается, «Россия. Моя история». И мультимедийная, можно сказать. Не телевизионная, а мультимедийная. Это первая такая выставка в Якутске, такого вообще никогда не было. Сразу говорите, не только в Якутске, наверное, нет? Нет, в других городах есть. Например, в Сеуле, в Сингапуре такие есть галереи специально. Ой, в Москве, конечно, там проходила выставка Ван Гога. А на Дальнем Востоке я, к сожалению, не изучала. Значит, на Дальнем Востоке мы первые на Дальнем Востоке. И вот расскажите какой-то синтез, да, и что там происходит. Да, получается, я сама долгое время работала в Майтоне, да, а Майтон — это компания, разработчик игр. И получается, я вот в сфере IT очень много крутилась и как-то хотела привнести это в моем творчестве. Я сама художница, рисую академические рисунки, то есть конкретно вот пейзажи. То есть как художественное училище? Да, я рисую прямо на холсте масляными красками. Маслом, да? Да. Акварели тоже можете? Конечно, могу. Вот. Получается, у меня есть друг, моушен дизайнер. Он от нас, это второй, получается, участник нашей коллаборации. Он анимировал все мои картины. То есть коллаборация — это соединение, да? Это соединение, да, творческих людей. У нас еще участник Уран, группа «Электронный проект Уран». От них, получается, у нас идет звук. То есть картина оживает и еще добавляется звук. Такого еще никогда не было здесь. Подождите, вы, значит, нарисовали маслом, а это долго, да? Да, конечно. Потом шоу-дизайн, как правильно сказали? Шоу-дизайн. Моушен дизайнер. Моушен дизайнер. Да. Он ее в анимацию превратил, да? Да. Получается, я нарисовала статичную картину, а потом он придумывал, как они могли бы двигаться. А вот здесь и музыка интересует. Какая группа правильная? Электронный проект «Уран». И они вот сидели и смотрели. Получается, нет, не мы не прям сидели и смотрели, а все мои картины и их музыка, да, их треки, они очень похожи. Поэтому мы как-то очень быстро воссоединились и создали такую выставку. Ну, как немножко похожие наши работы, поэтому... Получилось, что я так понял, что классическая художественная выставка превратилась в мультимедийный проект, где есть музыка, большие экраны, и все это двигается. Я так понимаю, это, наверное, что-то. Я почему так рассказываю, потому что мы всего немножко покажем, потому что авторский проект, это надо самим приходить и видеть. Да, выставка будет идти неделю, и абсолютно бесплатно можно пройти и посмотреть, прочувствовать все самим. Я так вкратце посмотрел, там несколько проектов, а вот действительно ее можно смотреть стоя, лежа. Лежа, да, мы подготовили специальные такие кресла, груши, можно лежа смотреть, стоя, хоть как. Ну, а чем-то похоже на Ван Гога. Нет, ну это просто именно по-технически это похоже, именно на выставку, да, как это он смог сделать, получается, да, именно по части мультимедийности. А конкретно нет, мое творчество не похоже на творчество. А почему кит? Потому что Кытана, Уран и Тони. И вот что бы вы хотели, чтобы вот зрители пришли, да, посмотрели, что бы они увидели? Ну, как вы предполагали, что они увидели? Или это просто пришел сам и увидел сам, что захотел? У нас вообще по Якутску проходят такие выставки, да, в основном академических художников. Такие картины висят, открывают ленточку, режут и все, да, получается. А у нас это первое мультимедийное, когда вот все двигается, и еще со звуком, и еще это картины маслом. Такого не было. Это так сложно, да, на самом деле, да? Это сложно, это просто надо посмотреть. Ну, самое технически, я думаю, это сложно, потому что там музыка и так далее. Было делать очень сложно было. Вот моушен дизайнер у нас очень много поработал. Ладно, мы не будем никого задерживать. С вами был корреспондент «Точки взаимодействия».
Олег Желнин. Сейчас наша камера пойдет и покажет, сколько народу стоит в очереди, и вы увидите потом немного выставку. Я прошу показать камеры, что там, а мы тоже пойдем. Давайте. Там грязная Ира. Вообще там сколько человек получается? Так, у нас два участника. Техники два, ну кто-то же там это. А так подключились все. Там где-то есть. Интересно, большое, видите, сколько какая очередь. Мы сейчас хитро пройдем по другим путям.